дорогие, добрый день. Дадик Хелча, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, 2 января, посмотрите, как у нас солнечно, тепло, как будто бы действительно март месяц. Ну, вот такие странные погодные явления у нас. Я надеюсь, у всех у вас все хорошо, год начался позитивно, хорошо, и будем с этим настроением продолжать с вами дальше общаться, жить, дружить. И я вам всем безмерно благодарна. Ну, пойдемте дальше в наш день 2 января. Она хожу, вот что подготовите. فيها تشي. اوه اختي ايشكا ايوه حياه اسحبي يتا يا اخرى. هاجو حنحبها دماغ هاجو ايشا там интереснее, да? Там не видно, там надо А, тут коробка закрытая, не видно. Вот здесь фейта, ух ты. Вот и собираешь, да? Давай, посмотри, хочешь посмотреть, что там? Давай. Вот, давай, доставай, посмотри, что тебе дядя подарил. Дядя хотел снять, но гора салон-то не У меня был такой дядя. Мандарин мне положи. Нет, не тебе, положи. А там Мухаммеду что было? Махаяла что ли? Мухаммеду сейчас, подожди, пока выложит это, потом ты Мухаммеду. Ух ты, какой дядя у тебя. Эйшка, я хожу, маме сухомажи, и цветин дядя. Игрушка упала. Это Танзила, да, купила? Танзила, включи его. Да, это Танзила купила. Ну, как раз видишь, знаешь, что ты хеешь. Сикханолис. Вот. И это тебе еще тетя Хава прислала, видишь? Смотри, о, сколько. Давай теперь заведем обратно, да? Давайте вы потом соберете, покажите, что Мухаммед, я Мухаммед, камеру. если не собрать, не покажешь. Я сейчас на стульчик положу. Я сама не знаю, что там у него. Байку, что аккуратно собрать, да? И шарики даже тебе куплены, видишь? Шарики. Вот какой вот и хороший у тебя. Так, на, забирай свои манатки. И иди. Продолжение. Что тебе уезжал? Не улирай. Это Мухаммеду. Ну, он действительно правильно взял. Сок. Мухаммед, а ты даешь им сок? Нет. А эти даешь ты им? Я как-то ему, наверное, уже можно. Ну, это же растишка маленький. Друзья, смотрите, какой красивый снегопад у нас. Это что-то. Огромные снежинки, такой небольшой ветерочек. И снег хрустит. Вы, наверное, слышите, как хрустит снег. Мы только что с Танзилой приехали с магазина, ездили в магазин. Ой, вот такая вот красота. Так красиво. Снежинки огромные. Красоту не передать этих снежинок, этого всего такого. Какой-то чудесный, я не знаю, снег идет. Прям вот очень красивый снег. Передать невозможно. Ну, наверное, кто живет в таких снежных местах, мою эйфорию им не понять, но это что-то. Красота. Только, да и только. Какая красота, девчонки. Это что-то. Так, ну вот, друзья, как я вам и говорила, приехала Танзила. Добрый вечер всем. И со своим заказом, как всегда. Просила, чтобы она приехала без заказов, чтобы мы посидели, отдохнули в кругу семьи. Посидели, но Танзилины подписчики, я про своих подписчиков все, но Танзилины, кто они у тебя? Клиенты не дают Танзиле спокойно даже у меня в гостях посидеть. Короче, друзья, вот у Танзилы заказ.
2 бараньи ноги, там курочки, салатики, все такое. Но мы сегодня будем, пока она сегодня будет мариновать просто на сегодня, лишнее, да. а заказ будет делать завтра только просто. Лишнее всё отрезаем. Подготовка, да. А ты лимфоузел будешь вынимать? Я его обычно вынимаю. Мне кажется. А? Я его обычно вынимаю. Не вынимаешь? Такое замечаю. Я вынимаю. Осторожно только, ты не порежь узел. Короче, она убирает лишний жир, немножко убрала, делает надрезы Для и чеснока. будет по-своему мариновать ее, короче говоря. У меня по-своему, у нее по-своему. Чеснок. А ты не режешь чеснок? Нет. что ли? Целиком. А я режу на дольше. Нет. А может, ты пополам это сделаешь? Нет. Не ароматнее будет. Ой, он выскочил насквозь. Забила. Ароматно, он все равно, когда печка там будет лучше. И вот эта вот одна баранья нога, по-моему, по 2000 обошлась, да, сырая? Сырая, да? 2000 заплатили по одной ноге. Нет, 2500. 2500? 480 стоит килограмм мяса бараньи. 380. 480 он мне прислал. Какой 380? Нет, не может. Сейчас, секунду. Телефон куда я положила? Да потом, ладно, потом. 480. 480, я прекрасно помню. Да. 380, как это будет, если говяжье мясо у нас не стоит 380? 400 это у нас, да. Ты чё, мам? Чё, ма, да? Вообще, я очень редко покупаю баранину. Но сегодня мы послали водителя, ну, таксиста за этими ножками бараньими. И заодно купили себе ребра. Сейчас тоже будет мариновать для нас. Завтра будем бараньи ребра есть. Ты намёкаешь аж? Лучше, пропитается лучше. А, чем больше надрезать, тем лучше пропитается мясо, да? Вот тут же не лишний. Какой дня? Вон, на конце. Нет. Так, лимфоузлы она тоже уже вытащила оттуда все. Она прям своей фольги возьмет. А, может, в фольге мариновать? Да. Здесь у нас соевый соус, чесночный перец. Ну, все примерно я добавила. Я не знаю, сколько чего. Паприка. Любые специи. Ну, для шашлыка, да, хмель, сунель, для баранины хорошо идет. Кинза хорошо идет. И для мяса какую-нибудь приправу любую. И все. И паприка, по-моему, была, Да. да? Я видела, подглядывала что-то там. И соевый соус. Ну, соли чуть меньше, потому что соевый соус сам... А где у тебя соль? Здесь чуть-чуть добавила. А, ты туда Да. сразу соль добавила, да? А я в надрезы еще немножко, если ты в надрезы закинешь соль, ты девай. Чуть-чуть все-таки, прям в надрезы посоли, где чеснок. Жир прям полностью нельзя убирать, он сухой становится. Некоторые берут полностью убирают. Его знаешь, как можно, если и убрать, то я обратно ложу, положить, да. да. И Вот кушать вкусно. подсыпать в каждую эту щелочку соль. Вот так вот. И кушать вкусно. Да ты принеси сюда или не ходи туда и сюда. Все, да? Да. Вообще мне соевый соус, кажется, везде хорошо идет. Вот хорошо запиваем.
И таким же образом и вторую, да? Да. И почти 2 часа ее не открываем каждый. Все. Ну и теперь для нас ребрышки она замаринует. Завтра будем есть ребрышки. Я когда вспомнила про баранину, вспомнила в детстве, у нас постоянно мой отец выращивал, ну как, разводил, вернее, выращивает растения. Разводил овец, коз, крупнорогатый скот у нас, прям вот много-много было. И мы всегда, вернее, не мы, но отец всегда резал молодого барашка. Не знаю, может быть, и сверху все-таки там очень много лишнего жира. Вот на этих срежешь немножко, вот это, вот, видишь, вот это все срежешь. Ну, с ним положено. И я вспомнила, как мы вот сразу же, еще только он разделает, занесет, и сразу мама жарила ребрышки. Это были совсем маленькие такие. Ну, наверное, барашек маленький, Да, такие сочные в своем соку. Прямо вот в сковороде, без ничего, сразу же, и буквально там за какие-то минут 15-20, может быть, эти ребрышки бывали готовы. Просто так вот, чисто ребрышки и соль. соль и лук потом. Все та же И смесь. так вкусно было. Ты же еще аджику добавила, Да. по-моему, надо на нас, чтобы было остренько. Давай еще соевый соус налью, хорошо? Сок. Может, лимон давай Давай. пополам лимон это самое. Сейчас я разрежь. чуть-чуть налью и сверху положу. Да. Нет, не положи. Перемешай. Выжми сок лимона на баранину. Подожди, я добавлю все-таки. Az zsírt ér аяққа көтеру. Не, сочного, да, лимон. Прям сок полностью выдави. Он размягчит мясо. Завтра. Все. Ну, мы еще днем завтра несколько раз перевернем. Угу. Будем жарить только после обеда. Ну, вот такие вот заготовки на завтрашний день. Остальное будем снимать завтра уже, друзья. Доброе утро, друзья. Смотрите, какое у нас снежное, красивое утро. Ой, у нас уже успела машина приехать. Привезли фарш. Какая красота! Представляете? Вот это зима, я понимаю. Снежок хрустит. Хорошо так. Холодно. Ну, не очень холодно. Или просто я из теплого дома вышла, мне кажется, не холодно. Но все-таки, конечно, есть морозец. Но такая красота. Вот так вот. Ну что, Танзила уже давно бегает. Поставила в печку. Наверное, уже поставила. Просто я не знаю, я на кухне еще не была. Баранью ножки. Пойдемте вместе с вами смотреть, что она будет делать. Так, ну вот, друзья, Танзилин заказ отправляется сегодня утром. Мы не стали снимать, потому что я поздно встала. Она сама возилась. Короче, вот, как видите, баранья нога. Это у людей гости сегодня. И вторая вот такая вот баранья нога. Так, это жареные курочки, но она уже упаковала. Так, салат тоже. Ну вот салат, это огурцы по-корейски. Салат делала я. Это мама делала. Так, это сугроб. 3 сугроба в заказе. 4 вот таких вот нежных салатика. Значит, вот такие вот котлеты. Вот такие вот фаршированные перчики. И корзиночки вот такие вот. Вот это один заказ. Вот так вот. Друзья, мы сегодня собирались есть ребрышки,
в кругу семьи, но у нас нечаянно, нежданчиком пришли гости. Это очень хорошо, конечно. Но все-таки я решила снять остатки. Мы теперь сами соберемся по еде. Мы, это Танзила, я и Мадина, остальные уже ели просто. Ребрышки вот очень вкусные. Попробовала, хачки облизывать. Да, очень вкусные. Кто мариновал? Ну, конечно, без вопросов. Мариновала ты. Вот. Ну, я лимон не добавляла, ты лимон сказала, мягкий. С лимоном, да, лимонным соком. И ребрышки вкусные получаются. И нога тоже была, как ее, мягкая. Вот так вот. Ну, вечером опять у нас будут гости сегодня. Я как-то по-другому эту ногу не называю, да? Ляшка, ляшка. Мне не понравилась ляшка, не знаю. Везде я читала, Суп, что ляшка, нога. Везде в Ютубе написано баранья нога в духовке. Не знаю. Ну, это же не нога, это же ребрышки. Короче, вот так вот, друзья. К вечеру мы позвали двух моих соседушек. Придут соседки. Что? Зачем ты тогда про ногу упомянула? Мы ногу мариновали, вчера. Я показывала, как ты была с Мухаммедом, а мы вчера показывали, как мы с Танзилой маринуем ногу и ребрышки. Вот жалко на тебе хиджаба нет. Так сейчас направила бы на тебя. Ну все, друзья, еще вечером подключусь, но соседки мои 100% не дадут снимать, конечно. Не знаю, что мы для них будем готовить. Скорее всего, голубцы мы будем готовить, да? У нас там фарш остался. Так, мы решили, вернее, Танзила решила делать. Тоже говорит: мам, неужели ты точно не готовила селедку под шубой и сама не ела? Я говорю: нет, не ела. Ты что, реально не ела? А? Я тоже реально удивилась. не ела. Я ела, когда ты у кого не знаю. Я помню, у нас... Я делала один раз. Я не помню. Или я забыла, что я его ела? Да, я делала. У меня это послевкусие осталось, я давно хотела приготовить, поесть. Я делала. Ну, мне так смутно кажется, что я в Москве у брата ела, у снохи, но я не помню. Я 100% сказать не могу. Я делала один раз нам. Не помню. По крайней мере, я не помню. Я помню, что я ела, причем у нас дома. Где-нибудь, Значит, я контузила. Я была, да, не с вами. Тебя контузила. Я была не с вами. Ой, я сегодня целый день всего объелась, если честно. И ужинать я стопудово сейчас не буду. Я с гостями чайку просто попью. Вот это ты завтра, да, будешь есть? Наверное, уже. Да, может быть завтра, да. Сегодня это все слишком много для меня, конечно, было. Особенно бараньи. Лук, уфа и бараньи ребрышки, да. Ой, какие они были вкусные. Это было что-то, конечно. Я. Здесь одна яка. Готовила, довольная такая. Довольная. Яка. Так, вы только не оглядывайтесь, у нас везде здесь ремонт, непонятно, клеенки страшные. Я просто ничего не меняю. Так, селедка, картошка, селедка, лук. А лук ошпарить не надо, да? Я ошпарила, вот хотела сказать, не ошпарила, уксусом. Замариновала? Да. Майонез. У нас, между прочим, сиреневый был лук, как он называется, красный лук. Так, она тут еще приготовила нежный салат, еще и просто этот овощной тортик сделала. Тогда только для этого овощного торта не петрушка, а именно укроп. Обязательно. Я довольствуюсь тем, Да, тем, что есть. Я вообще именно боюсь. Она положила, что есть. Я же не заказала дома. Просто овощи остались, говорю, подумала. Ну да, после заказа остались у нее вареные овощи. Она решила сделать. Вчера был оливье. Да, вчера Ничего не оливье осталось. делали. Мы, между прочим, давно не делали эти салаты уже как-то, потому что все время делаются и Вот это вот я один раз делала на пробу. перестали делать. Нет, я имею в виду вообще, А. вот, раньше же их делали на каждые праздники, делали как-то, по идее. Сейчас уже нет. Да как-то, я не знаю, сейчас... Ну, сейчас более легкие салаты делают. Да. Быстренькие салаты с капустой. Вот эту фунчозу сейчас научились. Мне не нравится. Мне тоже фунчоза, фунчозу, я не люблю совсем. ее. Не помню, мне нравится. А мимозу ела ты?
Не ела я. Мимозу ела, знаешь где? Я тебе скажу. Я не ела. На свадьбе была, но я ее не ела. Попробовала, не понравилось. У Нет. Руси, когда женился твой... Ну, я и говорю, на свадьбе была мимоза, А. мне она не понравилась. Свадьба, я так представь. Мне не нравится она. Девчонки, занимают судья. Заремаш, да. Кулинарный хамис. А что за слово? То же самое, только внизу из консервов. Рыбу в консервах. Или шпроты, по-моему, даже некоторые. Нет, кладут. шпрот, что сказал. Сайра. Сайру кладут. Да. С консервами, да, с какими-нибудь. Ну, вот ты делаешь его, конечно, из свеклы. С капитальной. А, еще знаете, как хотела попробовать? Желе видела, ты делаешь? Видела. Мне очень интересно попробовать. Как Видела. сюда приеду, здесь попробую. Агар надо. Да. У меня есть агар. Делать переработку продуктов делать. Да, что когда что-то пробует, Танзила приезжает, у меня пробует. Вот видишь, у тебя опять получается Что? салат В смысле? кривой, а вы над моим смеялись. Мадину задела в тот раз, что мы сказали, что у нее овощной тортик Вон кривобокий. явочный торт у вас тоже кривой И получился. она сейчас так и хочет отомстить нам с Танзилой. И что, и поверх ничего не будет? Не будет зачем? Нет, ничего не Это надо. Это есть селедка под шубой. Даже без зелени. Подровняй ее, Сейчас, бокашки. сейчас. Бокашки. И Чуть-чуть. сеточки не будет? Нет, зачем? Как? Может, лучше сеточку какую-нибудь сделать? Там, не знаю, сетка как бы. Все, дверь убежала, холодильник. Там далеко. Ой, эти 2 дня. Мне кажется, это такой же овощный торт, просто здесь огурец, здесь рыба. Да, ну, в принципе, солёная. одно и то же, да. И каспиш. Ютуб, И чмей, Каспиш. я заблокирую, я даже сейчас. Каспиш. Ютуб или Инстаграм? Инстаграм. И Каспи везде. Нигде нельзя что-то рекламировать. Обычно спрятают. Без боли это. А я, знаешь, где-то что-то читала, или комментарий, или что-то, что вот, чтобы не менялся цвет, сверху не свеклу делать, а морковь. Морковь тебе говорят, раз. Это не я была. Это надо было чисто ножом сделать, а не майонезом. Ну все, ладно, все, дальше, что там еще? Он в духовке сидит. А ну, стол потом накройте. Так, слушай, она ответила, мне интересно или нет? Нет, она еще не ответила. Позвони. Позвони. Она вроде бы вот буквально за 2 минуты, чем я написала, была в сети. Ну, позвони. Позвони. Новогоднего стола у нас не было, но и сейчас у нас такой не праздничный стол. Так, между прочим, у нас были помидоры с огурцами, может быть, тоже поставишь нарезку или что-то. Огурцы, правда. С этими количеством. Черри. Не хочешь? Короче, девчонок позвали мы своих 2 соседушек. Все время жаловались мне, я же готовлю, когда что-то готовлю, выкидываю в Инстаграм, что готовлю. Ну, что-то интересное или заказы, или что-то. И у нас еще группа, ну, женщин, я вам говорила, еще раньше, что мы вот сидим, ну, такая группа, готовим вкусно. И мы что-то вот приготовили, какие-то рецепты обмениваемся, закидываем, что мы там... Групп много. Что мы приготовили на ужин или на обед, или что-то вот закидываю, а мои соседки мне пишут. Все время готовишь, а нас не зовешь. И сегодня я говорю, я вас сегодня приглашу обязательно. И уже час набираю им обеим, а обе не берут трубку. И набирала, одна берет трубку. Я говорю, если бы ты сейчас не взяла, я говорю, ну, я сижу и Мадине говорю, все, вот сегодня позвала и больше не позову их. Короче, девчонки, я знаю, что она, ну, вернее, друзья, что они все равно не разрешат снимать себя однозначно. Поэтому понемножечку накрываем на стол. Ты расскажи, что там Расул с зебрашкой с этим перцем сделали. По-моему, для этого отдельный ролик надо снимать. Ну, как видите, у нас, я еще раз скажу, что не презентабельно, конечно, на кухне, но вот как есть. Так, ты что тут украшаешь? Приготовила Танзила в духовке сегодня эти тефтельки и мясо по-французски, вернее, по-ингушски. Значит, селедочка под шубой, обычное оливье. Ой, оливье.
Овощной. И тряпку вон возьми. И это самое, как его? Нежный тоже. Просто, но нежный мне нравится, когда с орехом. Но не захотели они тут орехи колоть. И что нам сегодня сделали? Не нам сегодня, а что они с собой сегодня сделали? Эти перчики Танзила обычно вот украшают мясные блюда. Особенно вот эти вот ноги барана. Заходят, оба дышат, как будто бы эти, как их, драконы. Слова не может. Да, слова не могу сказать. Мы умираем, что делать? Я говорю, что случилось? Мы, говорят, по перчику. Они, короче, поспорили и поели по одному перчику. Ладно, еще поели, они ничем его не заедали. И поспорили, что вот после, чтобы не заедать, ну, насколько продержится, кто из них больше продержится, не запить, не заесть и эту остроту перепробовать. Короче, они сегодня оба чуть не коньки мне не отдали. Заходят с этими сосульками во рту. Я говорю, идите, дурачки оба. Горячего чая, наоборот, выпейте, быстрее все пройдет. И действительно, после того, как выпили чай горячий, они говорят, мам, почему ты сразу? Я говорю, я не знала, что вы так с дуру обожглись. Короче, вот такая вот у нас была история. Так, закусочные, Мадина. Что еще? Что-то надо? А в итоге что? Поспорили? Да, за шаурму? спорили они, а деньги за шаурму пришлось платить мне. Спорили на то, что кто-то из них пригласит, ну, друг друга пригласят на шаурму. Короче, раскошеливаться надо было все равно, или мне, или Танзиле. Вот такая вот у нас сегодня история.